Во время прямой линии с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным прозвучал вопрос от преподавателя Якутского финансово-экономического колледжа Михаила Сергеевича Ваганова о размере заработной платы. Он считает, что в первом квартале каждый месяц платилась высокая заработная плата, а в апреле-мае произошло снижение. И он как раз с разъяснением за этим вопросом обратился к президенту страны. Я сейчас уже экстренно после прямой линии здесь вызывал и заместителя председателя правительства Дичковского, и министра образования Егорова. Также связался и с прокуратурой республики, в частности с первым заместителем прокурора Ивановым. На первый взгляд, судя по всему, ситуация, которая возникла, она связана с тем, что в первом квартале все стимулирующие выплаты, премии и так далее выплачивались в ежемесячном режиме, а со второго квартала перешло училище на ту систему, которая была раньше, когда премии выплачивались и стимулирующие выплачивались ежеквартально. Поэтому в апреле-мае заработная плата у него была несколько ниже, чем в том же феврале-марте, так, но в июне месяце будет уже после согласования стимулирующей части, которая в каждом учреждении проходит по-своему так, уже выплачена уже значительная часть, и уверен, что снижения общей средней заработной платы у работников финансово-экономического колледжа не будет. Но в любом случае я Михаила Сергеевича приглашу, мы с ним поговорим. Хочу разобраться, откуда у него такая информация, что зарплата будет теперь все время низкая. И, конечно, в любом случае мы примем все меры для того, чтобы заработная плата бюджетников не только финансово-экономического колледжа, но и вообще бюджетной сферы в республике не сокращалась, а наоборот, как сказал президент, поступательно шла наверх. И после выяснения всех причин, всех действий, которые данный вопрос вызвали, я уже доложу о принятых мерах, о данной ситуации президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину, как он мне поручил.